Все. Ну, сразу. Как дела, Макс? Это больше шахматы на татами, где молодых. Женя, Федор и Иван. Да. Застрявший в телефоне. Едем на тренировку по БДЖ, да? Джиу-джитсу. Джиу-джитсу. А простые люди, как я, понимают это как грэпплинг. Есть различия? Или это один и тот же вид спорта? Это, скорее всего, правила, да, по которым проводится. Бразильское джиу-джитсу, тренировки и схватки проходят в ги. Это наша одежда, да, как можно обозвать по-другому кимоно. А в грэпплинге, да, как принято называть в народе, борются в шортах и в рашгарде. Ну, либо голый торс сверху. В принципе, техники выполнения приемов очень похожие. Защита и правила, по которым проводятся эти соревнования, они похожи. Поэтому в народе это все смешивается и, в принципе, людьми так и понимается, как единое что-то грэпплинг. Многие думают, что мы каратисты. Каратисты. Типа, как там? Джиу-джитсу. Карате, говорят, что ли? Бразильское Да. джиу-джитсу часто путают с традиционным японским джиу-джитсу. Там, где есть ударная техника и так далее, где там очень много традиционных всяких ката там выполняется, там, всяких поклонов и тому подобное. В бразильском джиу-джитсу этого нету. Бразильское джиу-джитсу — это вид борьбы партерной. То есть мы очень много времени проводим на полу, стараясь сломать либо задушить друг друга. Вот. Никто никого не бьет. Что там по диете, Вов? Дольче Виечес. Зал находится в Триумфе, там где гостиница Блок С. Вот. А тут юность. Второй, да? Вот за борьбы там, на втором этаже. Спасибо. Пожалуйста. Ребята сами покупают себе воду. Где? Это уголок айкидо, да? Да. Здесь же заходят, здесь же раздеваются. Все здесь. Это специальные штаны, да? Как называется? Ну, штаны для кимоно. Ги называется в целом. Что Ваня между тем стесняется на НВК. На НВК выступал человек. Костомарича и... Бам. Бам! Бам-бам, бегал. Че, мажешься, да? Ну, тайский мазь. Прогревает. Че, змеиный, да? Или Нет. тигровый? Тигровый, кажется, тайгер немного. Вот обычно столько народу проходит почти каждый день. Сегодня, думаю, побольше будет. Сейчас будет жаркая тренировка. Здорово, Ваня. Как дела? Нормально, спасибо. О. Здорово. Я там поставил на мат.
ЕКТ, БЖЖ. Что сейчас происходит? Вов. Разминка, готовятся разминочные схватки. Я это жду. У нас сейчас проходит разминка, активная, да, разминка. Мы боремся на положение, перемещение, да, происходит различное. То есть ребята должны разогреться, нету цели совершить болевой либо удушающий прием. То есть это пока под запретом, мы только боремся именно на положение, чтобы разогрелись суставы, связки, и ребята подвигались, почувствовали динамику. Пуш-пуш. Типа того. А ты на сколько минут сейчас делали? У нас сейчас будет 8 роллов, да, это 8 схваток по 5 минут. Сегодняшний план, да? Это сегодняшний план, это только начало, потом у нас будет техника, а дальше мы будем уже в полный контакт бороться с болевыми и удушающими приемами. Ребята, пару ищем. Интервал отдыха и... 1 минута отдыха и 5 минут роллинга. Вань, ты его контролируешь, да? Да. Вот отсюда ему будет очень тяжело. Ты же его на удушающий можешь взять, да? Могу. Я люблю, когда люди устают и хорошенько измотаны. Он будет изматываться. Он сейчас пытается выйти и очень много сил тратит. А я практически ничего. Я могу так долго. Здесь очень важна работа не только рук удерживать, но и ног.
Я в большинстве его контролирую, вниз ногами стягиваю постоянно. Не даю ему приблизиться, скрутиться. Он мне нужен в растянутом положении. И постепенно, видишь, его локти уходят наверх. Я здесь могу переключаться на всякие вот такие штуки. И, например, сломать ему руку отсюда. Либо могу, ну, здесь мне не очень эффективно, но я могу вернуться сюда обратно и взять удушающий прием. Вот таким образом задушить. Что такое БДЖ? БДЖ, бразильское джиу-джитсу, это партерное единоборство, нацеленное на подавление сопротивляемости вашего противника и в дальнейшем его удушение, либо перелом его одной из конечностей. Можно просто так. Так жестоко, да? Да, это партерная борьба. Как решить, что это он победил? У вас есть 3 возможности, да, завершить схватку. Первое — задушить вашего оппонента. Второй — заломить ему какую-нибудь часть сустава, да, либо там ущемление мышцы ему сделать. И третье — выиграть по очкам, да, ну, это что касается соревнований. Если встречаются 2 более-менее равных по технике соперника, и никто никого не засабмитил, да, не задушил, до конца 5, 6, 7, 8 либо 10 минут, да, в зависимости от уровня пояса, разные пояса выступают по разному времени, да. Белый начинает с 5, синий 6, пурпуры 7, коричневый уже 9 и черные 10 минут борются. Если по окончанию времени никто никого не заломал либо не задушил, считается по очкам. Очки даются за превосходство в схватке, да, это изначально наш бросок, тейкдаун. Второе — это проход гарда, обороны, да, вашего соперника, колено на животе, маунт, сайд, бэк-маунт — это все положения, которые я сейчас называю, и вам они нифига не понятны. Но Мы сейчас покажем. Да, вы в дальнейшем это можете наблюдать в схватках. За взятие этих позиций, за проход гарда вы получаете очки, и в конце суммируется общий итог и выводится победитель. А сколько поясов и как они отличаются? Основные пояса, да, у нас начинается все с белого пояса. Мы сейчас говорим о взрослых, да. Это белый пояс, второй синий, да, третий у нас идет пояс пурпурный, коричневый, черный. Ну и дальше уже идут разные мастерские пояса, это там уже красно-черный, бело-красный, полностью красный пояс. Но это грандмастера, до них очень-очень-очень далеко. Основная задача — получить черный пояс. А какая страна сейчас в лидирующей позиции? Ну, Бразилия. Безусловно, Бразилия. Все топовые атлеты, 95-97% это бразилы. Есть очень сильный поляк Адам Варжинский, да, он черный пояс. из Европы поляки лучшие, да? Я не скажу, что лучший, но вот он один из топовых спортсменов. Американцы, да, тоже есть несколько, но они больше выступают в ноуги, это такие как Ники Райан, Гордон Райан, Джефф Гловер и тому подобное. То есть людей очень много, но лидирующая позиция все равно у бразилов. Даже приезжая в Америку, все равно тренируют они. Какова известность БДЖ в России? Уже в России. Если брать в целом Россию, то достаточно неплохо. Очень сильно развивается тенденция вот именно обучения бразильскому джиу-джитсу. В Москве очень много клубов. Очень много клубов. Очень много людей занимается. До нашего Якутска это еще добирается немножечко медленнее, да, у нас есть здесь всего 2 клуба, наш, и еще преподает в одном из клубов Александр Стручков. Больше у нас люди занимаются грэпплингом, да, это без ги, no gi, да, это есть 2 категории, ги и no gi. Ги это в одежде, no gi без одежды, да, то есть это шорты, рашгар. Но в простонародье это называется грэпплингом. И больше всего люди уделяют внимание грэпплингу. Да, если вы посмотрите на ребят, вот, которые пришли из ММА, им больше подходит, конечно, Ноги. борьба ноги, да, потому что в их выступлениях, в миксфайте нету курток. То есть они борются в шортах и с голым торсом. Сейчас вот, если взглянуть на Илью и вот парня, да, он сегодня новенький, я не знаю его еще. Верхний, в черном, он пытался пройти оборону Ильи. Я не пускал его, закрыл в гарде и контролировал. То есть пока верхний не пройдет его оборону, да, то есть не пройдет его руки и ноги, сделать фактически он ему ничего не может. Ну, я человек, привыкший смотреть вольную борьбу, и в вольной борьбе атакуют же лицом, да, вперед, туловищем, а тут ногами вперед. По-разному. Это пулинг, да, так называемый. То есть
Перевести схватку в партер можно двумя путями. Первое – это бросить своего оппонента, и второе – это запулить его. Что такое пул? Да? Мы хватаем оппонента и затягиваем его вниз, да, на себя сразу же. И там уже начинается схватка. То есть я могу закрыть его в гард и оттуда пытаться сделать свип. Это переворот, да, когда я оказываюсь из нижнего положения на верхний и доделываю ему там какой-то из приемов. Как завязывается вообще? В талии завязывают вообще. Ну, главное, чтобы короткая была, ну, по размеру. Вот на поясах есть размеры. У меня, допустим, А1 вот. Если А2 возьму, он длиннее будет. Они могут, ну, соперники могут использовать. Если у меня длинный, у меня соревнование было такое на Абу-Даби, когда выступал, соперник, которому проиграл бразилец. Вот. Второй пояс обозначающий есть. У меня свой синий и красный дают или полосатый. А если во время поединка пояс развяжется, то что будете делать? Рефери Бой останавливается, да? Да, паузу делает и, получается, дает команду перевязать и поправить кимоно также тоже есть. Положение. Самому нельзя поправлять ничего. Если сам поправляешь, сразу диспал. Судья говорит, останавливает схватку и говорит, завязывать. Бывает вообще вот так вот. Тянут со спины, допустим, и он снимается вот так. Или полностью с рукава снимается. А они до сих пор борются, допустим. Если я сам начну надевать, то это уже диспал будет. Тогда, пока судья не скажет, ничего не делаешь. Да. Продолжаете бороться, да? Да, да. Ну, есть такие нюансы, когда он не видит, можно, да, поправить. Некоторые есть люди, которые вот именно с таких захватов борются. Снимают специально, вот так с тебя снимают, и вот с этим работают, с кончиком. Тебя вяжет вот так вот, вообще полностью так лежит. Тебя вообще перевязывают полностью. Вот тут тоже снимают. Там всякие разные есть. А вообще как разрешается брать? Ну, с Разрешается. внутренней, с внешней. Разрешается брать, как обычно, вот, получается, как на дзюдо, допустим, да, снаружи вот берут. Односторонний захват, двусторонний. Там ограничений нет, как в дзюдо. В дзюдо, по-моему, там односторонний захват, сколько-то секунд. Это отсюда и отсюда, вот, допустим, взяться, если. Да? А в БЖЖ нету ограничений по времени, сколько можно удерживать. Вот тут, можно везде удерживать, всяко разное. Главное, вот запрещено вот такие вот захваты делать внутри, так как это, ну, дает преимущество в захвате. И еще минус в том, что если я покручусь, допустим, он может пальцы так все сломать, оставить себе пальцы и сломать. Также касается этой штанин внизу. Можно вот так брать. Вот тут уже в любом месте можно брать. Вот кроме вот этих захватов. Ну и пояс нельзя использовать. Например, бывает с партера снизу пропихивает ногу и толкает вверх. Вот, то есть нога вот это здесь. И он соперник толкает вверх вот так. Это уже как, ну, нечестно получается. Такие действия запрещены. Самое главное это техника. Ну, без техники никак. Ну, это я понял, как начал выступать на своем опыте. И почувствовал это. У меня, например, не хватало опыта, техники. И, ну, до сих пор не хватает. Я как бы сейчас оттачиваю вот с ребятами. А так, получается, я выступал и чувствовал то, что мне не хватает опыта, техники, всего этого. Есть люди, которые реально без тренировок проходят и чисто на технике могут бороться. А у тебя какой стиль борьбы? Нападающий, защитный? Ну, первое время я чисто боролся в партере, то есть внизу. Есть такое понятие, как пулить гард. Это, ну, выглядит странно, наверное, да, для борцов, может, для дзюдоистов. Это сразу ложиться в партер. Получается, берешь захват и сразу ложишься в партер. На спину? Да, на спину. И получается, снизу борешься. Это, то есть, получается атакующая позиция. У меня техника оттуда больше, опций, чем сверху. Тогда можно сказать, что человек, который лежит на спине, и человек, который лежит на нем, да? На нем, который лежит, он в проигрывающей позиции, да? Ну, тут как с какой стороны смотреть. Если я запулил удачно, если я взял захват и лег, и там нюансы есть. Если я захваты возьму, мой соперник может среагировать, взять меня, схватить за ногу, и это получится как-то и даун, перевод в партер. Тогда ему засчитают 2 балла. А если я без этих захватов сразу упаду сам, то тогда никому не считается. То есть, получается, я буду в выигрышной ситуации. И оттуда я уже работаю. В бразильском джиу-джитсу тренироваться могут все. Это открытый такой вид спорта, где, получается, могут приходить люди в любом возрасте, без ограничений. Они могут также и выступать, также и удачно. Там потому что есть разделение по возрасту. До любого возраста есть там разделение. Разделение по поясам. И получается, вот на больших чемпионатах, на турнирах там все делится, и можешь регистрироваться любой человек. Только надо, главное, клуб найти
вот от этого клуба выступать. Ну, в нашем случае, вот мы в российском клубе зарегистрированы «Стрела» называется. И через них мы, получается, выступаем. Я бы хотел выделить то, что БЖЖ, вот, оно очень, очень нужный вид для ММА. Сейчас у нас ММА шагает, большими шагами идет. И, думаю, вот парни ходят. Вот Иванов Хлопков, да? Да, Иванов Ходит, его Хлопков. ребята ходят. Да, его ребята, они бойцы Fight Nights, есть МФП, вот, Дальнего Востока. Это большие организации, и получается, они с нами занимаются, они понимают, что это надо, нужно. И в первую очередь это не надо оттачивать, мне кажется. Расскажи, Иван, вот грэпплингом вы занимаетесь, ну, БДЖ, да? И помогает ли вам? Да, во-первых, доброго времени суток, дорогие зрители. Да, мы грэпплингом занимаемся 3 раза в неделю под руководством Федора Агаюкина, чемпиона мира по грэпплингу. Как говорится, наш брат очень помогает. Благодаря совместной работе мы растем. В прошлые выходные мы были в Бурятии по приглашению президента Федерации профессионального панкратиона Бурятии Виталия Хаттареева. За то ему огромное спасибо. Там я повез 2 моих спортсменов, из Хабаровска одного. Получается, Андрей Лаптев, у него рекорд сейчас 5-0 стал, до этого было 4-0. Он в первом раунде выиграл у чемпиона Монголии по грэпплингу и по боксу. Тут получается тоже монголы, видите, как они растут тоже. Получается, он чемпион Монголии по грэпплингу, вот, это вид спорта, и чемпион Монголии по боксу. То есть они тоже на месте не стоят, тоже работают всесторонне. А как выиграл? Тем не менее, наш спортсмен в этот раз он оказался сильнее. Он болевым наркой. То есть грэпплинг помог? Да, очень помог. Очень много видов спорта надо тренировать, чтобы быть готовым к ММА, да? Да. И какую часть процента занимает грэпплинг в БДЖ? 50%. Это как бы разминка прошла. 8 роллов по 5 минут с 1 минутой отдыха. И сейчас начнется техническая часть тренировки. Сейчас мы поделимся на пары, подрелим, все наши стандартные дрилы, да. Потом будет у нас техника, сегодня продолжим выход с бэкмаунта, да, уход от удушающего. И затем мы уже поборемся с болевыми и удушающими приемами. Стандартные наши дрилы, да, на проход гарда. Торианда пас, да, наш. Напомним опять же моменты для тех, кто вдруг забывает. Хватаем за штанины в области колен с наружной стороны. Немножечко создаем давление на нашего оппонента. Ждем, да, когда он начнет отталкивать нас ногами. Как только мы почувствовали толчок, делаем обход, подставляем колено. Наше колено должно перекрывать его бедро, да? Для чего? В дальнейшем у нас пойдет колено на животе, да? Нам нужно сделать это так, чтобы он не вернул свою ногу и не восстановил гард. Мы можем также спровоцировать оппонента, да, на выброс ног, сделать, так сказать, push and pull, да? То есть я делаю сам, я резко толкаю ноги вниз, а потом на себя, да, и делаю за шаг. Ноги каждый раз я отвожу в сторону, то есть я их не просто отбрасываю, да, здесь. Я отвожу их в сторону, чтобы ему было сложнее вернуть их. Бам, да, здесь. Все. Итак, мы будем работать 1,5 минуты, да, в наш стандарт. На перемещение вокруг нашего оппонента, да, когда у него open guard, нам нужно сделать забегание, да, но у нас, может быть, не хватает времени, либо мы хотим обойти его ноги. Руку в дальнее колено. Ближнюю руку к нему между ног на кулачок. Теперь мы отталкиваемся ногами и проворачиваемся на руке как циркуль, да? Раз. Колено отводится его в сторону. Это все опять же для того, что мы будем делать заход, да? Сюда, чтобы он колено обратно не вернул. Да? В обратную сторону опять же дальняя нога, рука, ближняя, да, между ног его. И как циркуль оборачиваемся. Следующий наш проход, это проход при защите дворниками, да, когда наш оппонент при проходе ставит нам ногу, да, пытается закрываться, подхватываем ножку, стараемся положить ее себе на плечо, то есть не на шею сюда, да,
где он нас сломает нашу осанку, а на плечо. Мы его немножечко поддавливаем. Вторую его ногу я растягиваю своей свободной рукой здесь. Опираю ногу, создаю давление, да, на него, чтобы он всегда был в таком немного растянутом состоянии. То есть не здесь, где у него, да, есть люфт, он может передвигаться и тому подобное. Он должен быть в натяжении. Теперь, в освободившееся пространство я проскальзываю своим вторым коленом. Даю ему развернуться и выбросить ногу обратно. Подхват, натяжение, давление, скользим внутрь. Ногу отпускаем, даем оппоненту развернуться, да? Опять. И так работаем, да? Конечный наш это side-to-side. Мы делаем с положения side-control, да? Подхватываем руку, то есть оппонент делает на нас разворот. Подхватываем его ручку, здесь, да? Голову второй рукой отжимаем вниз и делаем зашагивание. Теперь я меняю свои ноги одномоментно в положении, да? То есть здесь я опускаю на колено, а у правой ноги я, соответственно, делаю положение на стопу. Вот так, да? Одним движением. Мы поменялись, да? Меняемся. Ручку внутрь. И закидываем ногу за его голову. Бам! Мы опять в сайде, да? Снова он разворачивается. Подхват руки. Голову вниз. Занесли ногу. Смена. Ручка вниз. Нога. Также работаем 1,5 минуты. Сначала один. Небольшой перерыв. Второй. Разбились по парам. Вы же по-турецки разговариваете? Ребята, все по парам? У кого пары нет? Так, я не у тебя? Ребята, распределитесь таким образом, чтобы друг другу не мешать. И все это в один шейкер? Ну, хуй, да? Итак, так получилось, что мы отдали бэк. У нас забрали бэкмаунт, да? Человек взял сентинбелл, ремень безопасности, да? Верхняя его рука проходит через мою шею, нижняя под моей подмышкой. Ноги его контролируют мои бедра, да, изнутри, он их не скрещивает, да, чтобы не попадаться на различные вот такие болевые. То есть он держит, контролирует здесь. Данное положение очень и очень плохое для меня. И очень-очень-очень хорошее для Боба, да, потому что это вершина для атак, да, и для удержания. В этом положении мы можем сушить всю схватку. То есть если мы его взяли в самом начале нашей схватки, мы здесь все 5, 6... 7, 9 и 10 минут можем находиться, да, то есть и забираем еще дополнительно 4 очка. Итак, отсюда, скорее всего, Боб захочет меня финишировать, да. Какие основные приемы? Это кросс-чок, да, покажи. Да, вот одно удушающее, лук и стрелы, да, вот такое удушающее и так далее. Да, и стандартная РНК наша. Итак, как только нам взяли бэк, у нас есть несколько мгновений, чтобы более-менее себя обезопасить. Первое и самое основное, что мы должны сделать, это заблокировать руку, что находится сверху, возле шеи, да, и немного ее натянуть сюда. Для чего мы это делаем? Чтобы он нас не начал душить, да, растягивать. В области локтя я подхватываю его руку и натягиваю.
Теперь мне необходимо завалиться на свой бок, сюда, здесь, и удерживать его руку. Дальше у меня начинают работать ноги. Почему? Если я буду опускать вниз руки, он их может немедленно заблокировать, да? Например, вот так. И тогда и получится, что у него будет две руки против моей одной. И он наверняка меня задушит, да? Здесь. Поэтому при выходе из бэка нужно пользоваться своими ногами. А руками мы защищаем шею от атак, да, нашего оппонента. Итак, мы прихватили ручку, натянули. Теперь нам нужно расцепить его хуки. Как мне это сделать? Перво-наперво мне нужно развернуть таз внутрь, да? Посмотрите. Я разворачиваю таз, и нижний его хук больше меня не цепляет, да? Он как бы фантомно удерживается, но мою ногу он уже не контролирует. Теперь отсюда я могу помочь себе немножко рукой и приподнять его верхнюю ногу, а на нижнюю наступить здесь. Теперь отсюда я начинаю выскальзывать своим коленом, контролирую ногу и разворачиваюсь на своего оппонента сюда. Переношу руку. Я оказался в сайде. Здесь я контролирую его ноги. Если я не буду контролировать его ноги при повороте, наверняка он от меня уйдет, растянется, да, и ничего хорошего опять из этого не выйдет. То есть контролируем ноги мы обязательно здесь, да? И удерживаем его своей широчайшей, да? Мы его придавливаем. Мы не просто здесь лежим, а немножечко на него накатываем, на его ребра. Ребят, работаем. Сейчас ребята мне покажут самые известные приемы в грэпплинге, ну в БЖЖ. Да, наверное, один из самых популярных, одна из визитных карточек бразильского джиу-джитсу – это удушающий треугольник ногами. Его еще вся семья Грейси, да, отлично показывала, когда они дрались на первом UFC, на первых боях без правил, да, это вот такой зарекомендовавшийся прием. Сейчас Федя его исполнит, да, то есть он контролирует одну руку, вот смотрите, да, он сделал прихват, второй он грузит оппонента вниз, на себя укладывает, упирается ногой ему в корпус и вытаскивает свою одну из ног сюда, закидывает на шею, перехлестывает ноги и теперь переводит руку оппонента через свой живот. Создается давление, прихватывается голова, натяжение, корпус идет наверх, все, удушающий. Отсюда можно делать рислоки, можно выходить на армбар, ну и много всего остального делать. Очень эффективный и качественный прием. Второй, наверное, да, из приемов это армбар, конечно же, наш, да. Но он много где делается, но именно в джиу-джитсу он делается с особым контролем, да, то есть там идет дело не на скорость, как на таковую, да, а больше на контроль. То есть, посмотрите, опять же, у нас идет положение гард, да? Гард, что такое гард, да? Федь, скрести обратно ноги. Вот смотрите, ноги Федора скрещены сзади поясницы Боба, да? Это называется положение гард, закрытый гард. Он контролирует его ногами, не дает ему не уйти, не подойти ближе. И вот отсюда он начинает делать уже армбар. Покажи. Смещаем оппонента в сторону, перекидываем, доделываем. По очереди, да? Да. Да, оппонент может упасть, да, и мы все равно продолжаем его контролировать. Ну, это прием, который мы часто видим в UFC. Да, очень часто. Это один из популярных, вот треугольник, армбар, такие. Есть еще один из специфических приемов, это лук и стрелы. Он делается как раз с бэкмаунта. Федор сейчас контролирует Володю сзади, перехватывает один из его отворотов, разворачивает свой корпус, подхватывает ногу, скрещивает свои ноги на его руке, да, изолируя ее, и начинает растягивать оппонента. Получается как будто такое натяжение лука, поэтому называется прием лук и стрелы. То есть он шею тянет, да? Он тянет один из лапелей, вот, да, от ворот куртки, который врезается ему в шею и производит удушающее. Вот оно что. Вот тут рука должна застрять вот именно в подбородке. Он может убрать руку спокойно. В тот момент, когда вот уравняя руку, хоп, он может так убрать. Ну, тут, А чтобы предотвратить это? да, Руку блокировать, да? Он руку снимает вот эту вот. Тогда Нет, сразу... чтобы предотвратить вот руку, надо ее блокировать, да? Да, получается, ногами. Эту руку надо блокировать. И вот тут надо натяжение сильное делать.
Вот тут не тянется. Вот тут, если тянуть, то на позвоночник идет воздействие. Это тоже дисквалификация. На позвоночник нельзя воздействие делать. То есть руками за ноги нельзя тянуть? Да, за ноги нельзя, чисто вот за эту сторону. За шею только душить. Болевые. Ну, кисти. Давайте кисти, потом ступни покажем. Болевое воздействие на кисть идет. Что ты там шепчешь, друг мой? Вообще ничего не слышно. Вот такие есть. Например, ну, быстрее бывает. Вот я взялся, и контролировать пытаюсь, он берет меня. Ну, так. Что так быстро бой может закончиться, что ли? Такие на соревнования видел. Вот обычно это крестнакерс вот берут, нет, вот отсюда возьми. Вот так, вот так берут, и вот некуда деваться. Вот. Если соперник кричит, он сразу... Да, он может делать, догонять, бегать. Вот так, да? Да, вот так, рука здесь ломается. Емельяненко, который делает самбистские, американо. Ну, Часто делают же UFC, да, вот этот часто делают. Это самбо делают часто в UFC. Есть еще обратные, это кимура называется. Он делается из разных позиций. Можно делать отсюда. Тяну вверх, сюда. Здесь вот отсюда делаю. Такая. Можно за счет него контролировать. За спину уходить. За спину сюда можно уходить. Можно на армбар уходить. За счет одного захвата. Ахилл тоже самбистская тема. Ну, у нас разрешено вот по синим поясам. По белым. Вот сюда, вот, где ахиллов ухажили, давление идет рукой. В эту сторону роняю, чтобы он не убежал. Делаю. Или бывает некоторые провоцируют, чтобы он прокрутился. И здесь останавливают. Вот в этом месте. И тянут. Бежать некуда. Уже все. Здесь доделывают, да. Допустим, вот в вольной борьбе, когда вот берут на туше и ставят, да, на спину, на лопатки, да, тут уже считается все уже, кранты, да. А в бразильском джиу-джитсу есть такие приемы? Ну, получается, допустим, какой-нибудь захват дал, о, все, сейчас он проиграет, как бы прогнозируя, говоришь. Это, то есть, ну, к финишу получается, да? Да, сдача соперника, или если соперник уснул, например, взял удушающий, человек уснул, тогда он считается. А бывали, когда вы засыпали? Пока нет. Пока что нет. Ну, парни здесь засыпали, конечно, в зале. Кто терпит там, терпит до конца и засыпает. Ну, здесь вообще здесь философия такая, то что наоборот нельзя терпеть. Потому что если ты так будешь терпеть постоянно, ты можешь себе сломать ноги, руки. Ну, тебе точнее сломают, если будешь терпеть И постоянно. связки разорвать. Да, это травма все. Наверное, не я один думаю, что это очень травмоопасный вид спорта. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я думаю, это не очень такой травмоопасный вид, потому что все происходит в партере. Ну и, конечно, зависит от партнеров, кто занимается с тобой, чтобы они там нормально как бы все плавно делали. Ну и сам по себе, если взять, то я как занимаюсь, сколько уже, 16 года, да? Я травмировался раза 3-2, ну, такие более-менее серьезные. У нас такой цели нету, чтобы мы там где-то куда-то выступаем, да, ну, основной массы нету такой цели. Но все равно мы здесь очень сильно все работаем. Парни все приходят с работы и занимаются, вот, получается, с 7-8 вечера до 10. Мы все занимаемся, полностью себя отдаем здесь. Но у нас нету цели друг друга здесь ломать, там, душить. Да. Мы все друзья здесь. Все. А на соревнованиях как бывает? Ну, на соревнованиях, да, там совсем по-другому. Там, получается, ну, если не ты, то тебя. Ну, приходится. Ну, тоже не жестишь, там, не ломаешься, не душишь, конечно. Ну, до такой степени, да. Да, надо уважать соперника и как бы не использовать моменты, когда он реально может сломать, ну, ты можешь ему сломать руки, ноги, но делаешь это медленно, осторожно, чтобы, ну, предотвратить все это. Ну, как мы понимаем. А когда человек сдается, он стучит, да? Ребята, давайте собрались! Он стучит. Ну, бывает, рефери сам останавливает. Видит, то, что прям конкретно там удушка или залом пошел, он видит и останавливает. Вот от белого до черного, да, путь 10 лет идет, в среднем. Это в среднем.
А у нас так как не развито. У нас есть парни, которые в синих поясах 7 лет сидят. Это разница такая вот. У нас как бы из этого не сравнишь. Бывает из-за этого люди ездят в Москву, выступают, и они удивляются, откуда такой уровень, хотя у них там синие пояса. Ну и по правилам у нас по синим поясам, например, хилхуки, тойхол, приемы на ноги, да, вот залом ног, они запрещены у нас по синим поясам. А по коричневым уже, с коричневых начинают уже разрешать. Рычаг колена, вот это вот тоже по черным поясам, там уже без ограничений получается. Есть один из выходов на такую своеобразную кимуру, да, из гарда, да. У меня есть гард. Я прихватываю его от ворот, здесь контролирую руку и начинаю отводить ее немножко в сторону сюда. То есть я не даю ему, грубо говоря, в мою сторону развернуться. Отсюда упираю ногу в таз, а вторую руку упираю в его здесь руку. Видите? Натягиваю его. Да, если он и пытается играть, я играю ногой. Подтянул, второй ногой завожу, подхватываю, руку сюда, на голову и ломаю. Или могу отсюда забрать спину. Да? Сюда. Здесь. Ну и отсюда уже наши все эти приемы, которые вы могли наблюдать, да? Смещение, подхват за штанину. Немножечко я его даю ему вид, что он сейчас как будто бы выйдет, а потом создаю ему яму. Проваливаю, застегиваю и растягиваю. Ну, со стоек есть приемы? Может, побольше хоть? Кого? Погромаднее. Ильюда. В принципе, на бобе мне тяжело. Мы немножечко растягиваем. Я упираюсь ногой ему в таз, сюда, да? И подтягиваюсь наверх, сюда. И перехлестываю своей ногой. Тут очень медленно, это сложно показать, поэтому придется здесь, да? Перехват, подтянулись, Треугольник. закрыли. Да? Это треугольник, да? Это треугольник. Можно? И начинаю подпрыгивать. Если бы не Боб, вы бы сломался. Ну, наверное, можно еще один показать, это с закручиванием, да, на сторону. Их два вида есть. Да, второй мы. Здесь я прыгал ему под мышку, да, если вы обратили внимание сюда. А второй прием я прыгаю ногой в эту сторону с подкруткой. То есть я его сразу разворачиваю на свою сторону. Это обычно сбоку, да, делается. Мы здесь уцепились, дергаемся, и я начинаю отсюда разворачиваться. Сюда. Все, и здесь уже буду доламывать. Пулгар, да? То, что мы показывали сегодня, обещали показать, да? Один из видов, да? Это flying pull, да? Когда я его придерживаю и запрыгиваю на него сюда. Ну, поднимай. Он меня поднимает. Моя задача прижаться к нему здесь. Отсюда я начинаю забирать его руку вверх, подхватываю и начинаю обходить его. Здесь. Бам. Смотрите, его голову приподнимаю наверх и перехватываю здесь. Дынь. Я перехватился. Теперь я начинаю спускаться вниз к его ноге. Сюда. Ага. Когда? Замудренный. О. Один из тоже из таких интересных приемов в джиу-джитсу, это беримбола, да? Делается он из положения беларива, да? То есть меня прихватывают, закидывают ногу. Здесь подхват ноги, второй. И спина. Мы можем ходить в сайд-контроле, перехватываем ногу, слазим наверх, контроль штанины, перекидываем ногу, да? И разворачиваем по нему. И на спину, да? Да, и опять оказываемся сзади.
В дзюдо, если вы видели, да, они часто прихватывают куртки, и куртки у них распахиваются, да? В джиу-джитсу это еще один из способов задушить вашего оппонента. То есть, если у меня есть лапель, могу сблизиться и перехватиться я здесь, да? Я перехватываю снизу, сюда, второй рукой беру сверху, здесь, и поджимаюсь. Все. Изи. Да. Могу сделать ему еще хуже, я Еще- могу повесить. Отдохни. Ребят, давайте попробуем. Сегодня в роли подопытного кролика. Как вы едете на турниры, на соревнования? Ну, на соревнования мы выезжаем, вот, получается, уже в четверг вылетаем. Ну, ездим за свой счет, конечно же. Ну, Федю иногда спонсируют. Ну, а так, сами за свой счет, ну, стараемся вылетать почаще, чтобы как бы не застаиваться и таким образом опыт получать. Но опыт колоссальный на международных соревнованиях. В Москве, вот в Казахстане был. В Казахстане был вообще очень, ну, как бы впечатлен и страной, и соревнованиями. Ну, и там уровень очень высокий был. В Алмате, ну, было очень красиво. Получается, когда я улетал в Якутске, было минус 45, туда прилетел, у них было минус 7. Ну, как бы сразу мне это понравилось, то, что тепло. Ну и соревнования. Ну, а вот сейчас ближайший, который будет чемпионат мира, буду выступать первый день, 13 июля, это будет первый день по мастерам. Мастер 1 называется. У тебя сейчас какой пояс? У меня сейчас на данный момент пока что белый пояс. Но я думаю, что в этом году получу свой долгожданный. Вот на соревнования, которые сейчас ты полетишь, да, через несколько дней, ты планируешь взять следующий пояс, да? Да, ну как бы планирую, что, надеюсь, я получу новый уровень. Так как я состою в команде «Стрела», «Стрела» по России очень много клубов, ну и сама по себе очень сильная команда. «Стрела Тим» называется, с 2013 года существует, мы вступили уже как, ну, года 2 в нее, и вот как бы выступаем уже от «Стрелы». А в БДЖ соревнования чисто личные или команды тоже есть? Ну, в основном, как бы, вообще командно выступает, то есть вот эти награды, и потом идет подсчет. Ну и в основном вот «Стрела» выигрывает все командные соревнования. Ну, как бы там и награды есть общекомандные, там тоже делят на первые, вторые, третьи места. А БДЖ к олимпийским видам спорта еще не вернешься, да? Но говорят то, что дети Азии внесли джиу-джитсу. Что тебя мотивирует заниматься БДЖ? Ну, мотивирует то, что спорт, здоровый образ жизни. Самое главное, здоровый образ жизни, так как, ну, тут многие ребята этого придерживаются. Ну, и лично я вообще против алкоголя и, ну, сигарет, вот этого всего. Ну, и мотивация то, что спорт, развитие, духовная сила, уверенность в себе. Ну, и джиу само по себе, как бы, я сам пришел без никакой базы. Ну, то есть была база там, ну, как бы, типа в стойке, там, тайский бокс, но вот именно джиу пришел я вообще нулевой, как бы именно в партере, и вот пришел. То есть каждый может прийти и заниматься джиу-джитсу, любой. Кто бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, какие бы у тебя физические данные были, ты можешь прийти и спокойно, как бы, достигать своей цели, как бы продвигаться по уровням, по поясам, ну и вообще там в дальнейшем. Что там было, Илья? Это была фирменная гильотина Бориса, которая делается через глаз. Через глаз? То есть он свою куртку впихивает в глазницу и начинает выдавливать вам глаз. Очень смертельный прием. Борис выиграл не одно соревнование благодаря именно этой технике. Я считаю, что в этом большая заслуга. Почему-то страдает только глаз и речь, а другие молчат. Тем не менее, вот такие вот у нас смертельные техники. Пять лет, да? Ни дня без отдыха. Я уже слишком старый для этого. А сколько лет тебе? 35, 34. Это Джон. Да. Да, на льдах. Бензинах, да. Не так, просто как хобби для себя занимаюсь. Ну, в гриплинге же возрастные категории до мастеров, там 6 категорий идет, да? Бар. Ну, все честно, по идее. Можно спокойно ездить. Вот тут там без кырлыган бар. А вот тут без сен жодың кырлыган бар. Тоқ мотивациялар жарықтанарға? Спорт бывает. Стремление быть лучше и сильнее.
единоборство было. Тогда условный бой был длинный. Ну и более гуманными она, менее драматичной, чем ММА, там, бокс. Он доступный. Допустим, вольная борьба не для всех доступна же, да? А тут любой человек может прийти бороться. Хоть грэпплинг, хоть БЖЖ. Вот кимоно купил и все, да? И пошел. Таким на того таджарк не хватает. Гриплинг, чисто я. Чисто грэпплинг. Рашгар и все. Ага, да. Футболка, шорты. Можно в шортах пройти. Какая разница? Самое главное, туго бит булади. Туя, философия, кигине, кырбава кара, просто киликна таган, реально или мамахтыгине молод, да? Бу спорт кайдак чоңга бастар дигән дигән. Любой хаваса. Это от стиля же зависит. Любые, не все спортсмены же там взрывные или, как сказать, на физику, да, работают. Тут больше техника, мне кажется, работает. Доли, говорят, когда на кюстя взрывной, кигине, тебе не рехана было, просто спокойно приему. Или тактика лангу, холор, бастан защита, джа, первые там 3-4. Тебе это имело хамбору. Да, конечно. Это больше шахматы на татами, где молод, да? Человеческие шахматы, где молод. И к нам еще придет больше ребят, чтобы тренироваться, на ком вы будете отрабатывать все свои приемы, размазывать новичков, да? И останутся самые характерные, самые заинтересованные, и вольются в наши ряды, да? Как, собственно, и все мы когда-то. Всем спасибо за тренировку.